В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с профсоюзами, органами контроля и правоохраны проводится системная работа по предупреждению и пресечению нарушений в сфере охраны труда. Сегодня мы поговорим о соблюдении трудового законодательства. Наша гостья в студии Нана Агачонова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Республики Саха-Якутия. Нана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, какая ситуация складывается на территории республики с соблюдением именно трудовых прав граждан на охрану труда? Но на сегодняшний день в регионе зарегистрировано свыше 20 тысяч работодателей, и в различных отраслях у нас занято свыше 500 тысяч граждан. При этом ежегодно органами прокуратуры, контрольно-надзорными органами и профсоюзами продолжают выявляться многочисленные нарушения в сфере охраны труда. Только в текущем году прокурорами выявлено свыше 700 тысяч нарушений у более 200 работодателей, в том числе приведшим к несчастным случаям на производстве. И основной проблемой для республики на сегодняшний день остается высокий уровень производственного травматизма. В основном это в организациях добычи полезных ископаемых и строительства. И по данным Государственной инспекции труда в Республике Саха-Якутия на сегодняшний день у нас зарегистрировано 33 несчастных случая, в которых пострадало 37 работников, в том числе, к сожалению, 4 работника погибли. Основной причиной травматизма продолжает оставаться неудовлетворительная организация производства работ. А какие гарантии для работника предусмотрены трудовым законодательством? В рамках организации трудового процесса работодатель у нас должен обеспечить, следующее. Во-первых, безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществление технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. Ну, например, на стройках, у нас опасные места, они должны быть обязательно огорожены, в том числе, чтобы работники туда случайно, например, не попали, не наступили или что-то в этом роде. А во-вторых, работодатель должен обеспечить соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда. Следующее, что работник обязан обеспечить, это режим труда и отдыха работников в соответствии с действующим законодательством. То есть, к примеру, продолжительность сверхурочной работы, она не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение 2 дней подряд и в совокупности не должна превышать 120 часов в год. И работодатель должен обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы на каждого работника. А далее, это основное, работодатель должен обеспечить работника средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Получается, для разных профессий в различных отраслях, в зависимости от вида выполняемых работ, устанавливаются различные средства индивидуальной защиты. Например, для пожарных одни виды защитных костюмов, для работников ЖКХ, например, для электромонтера, который, если вдруг где-то повредилась линия электропередач в минус 50, он должен обеспечить такой одеждой, и чтобы он смог работать в таких условиях погодных на протяжении определенного количества времени. Дальше, работодатель обязан организовать обучение по охране труда работников, в том числе безопасным методом и приемом выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания работникам требований охраны труда. Далее, также работодатель обязан обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдение работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты. То есть, бывают такие случаи, что работник обеспечивается всеми средствами защиты, однако ввиду их неприменения, то есть он решает их не надевать, или что-то, например, сварщик без каски для сварщика выполняет какие-то работы, и потом в результате этого, возможно, происходят какие-то несчастные случаи, то есть в результате пренебрежения самим работником.
Далее, значит, работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с действующим законодательством. Работодатель обязан проводить также специальную оценку условий труда, от результатов которой зависят, значит, многие факторы, в том числе за работу во вредных либо опасных условиях труда работнику устанавливаются различные надбавки. Кроме того, если это непосредственно оказывает какое-то вредное воздействие на его здоровье, то также ему могут быть, ну не могут быть, а должны быть гарантированы, предусмотрены Трудовым кодексом гарантии. Также работодатель у нас обязан проводить медицинские осмотры. Они бывают разные, предварительные, это то есть при поступлении на работу, периодические, это в течение трудовой деятельности, например, ежегодные, и другие обязательные медицинские осмотры, потому что, например, водители проходят эти медосмотры каждый день, да, там, перед рейсом, после рейса. Также работодатель обязан проводить обязательно психиатрические освидетельствования работников. А на примере госслужащих, это касается федеральной государственной службы, государственной гражданской службы и муниципальной службы, значит, работодатели в лице представителя нанимателя, они должны проводить диспансеризацию своих работников ежегодно. Для того, чтобы организовать эту диспансеризацию, значит, они должны составить график на год. То есть и в соответствии с этим графиком направлять работников на прохождение медицинских осмотров. Эта диспансеризация, она включает в себя 14 видов анализов и осмотров. И это все должно производиться ежегодно. Так, кроме того, значит, одна из основных обязанностей работодателя – это расследование и учет несчастных случаев. В соответствии с действующим законодательством работодатель на сегодняшний день обязан расследовать все случаи, в том числе и если это несчастный случай, в результате которого работник получил легкий вред здоровью. Вот. Ну и также, значит, конечно же, работодатель должен производить обязательно социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. А какие нарушения прав работников на охрану труда чаще всего допускаются работодателями? Ну, зачастую у нас допускаются нарушения это при определении режима труда и отдыха. То есть нарушают продолжительность рабочего времени, когда люди работают сверх установленных часов, вот, как я уже сказала, более 120 часов в год. То есть либо когда люди работают по сменному графику, они должны работать круглосутки через трое, а их заставляют работать там, через сутки или через сутки через двое. Такого не должно быть. Также очень часто не соблюдается график отпусков, то есть или требования к его формированию. Графики отпусков работодатель должен утверждать ежегодно и по согласованию с работником. В последующем, то есть в том году, когда работник должен уйти в отпуск, этот график для него обязателен, то есть обязателен как для работника, так и для работодателя. И если работодатель не предоставляет ему отпуск согласно этому графику, то на это должны быть конкретные причины. Так. Также, значит, также одним из распространенных нарушений это является непроведение специальной оценки условий труда, не ознакомление работников с ее результатами. И, как я уже сказала, результаты спецоценки, они влияют на доплаты и на получение работниками иных гарантий, то есть, может быть, это и в том числе санаторно-курортное лечение, получение предоставление иных гарантий. И работник должен быть обязательно ознакомлен с этим результатом, потому что, возможно, по результатам этой же оценки будет установлено, что на рабочем месте нет каких-либо вредных, либо опасных факторов, но работник с этим вдруг не согласен, тогда он может реализовать свое право на обжалование. Ну и самое распространенное нарушение на сегодняшний день – это невыдача, необеспечение работодателем работникам средствами индивидуальной защиты. То есть и на сегодняшний день это основная причина производственного травматизма. На стройках работники обязательно должны носить каски, да? Должны у них быть, если они там на высоте работают, страховочные пояса. Ну, это к примеру. Если же, например, они работают в добыче полезных ископаемых, то также у них должны быть каски.
ну и иные средства, которые помогут им осуществлять их трудовую деятельность без угрозы для здоровья и жизни. Также вот распространенное нарушение – это непроведение медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, как я уже сказала. И очень часто нарушается у нас порядок расследования несчастных случаев, то есть сроки нарушаются, либо затягиваются, и человек не может получить акт о результатах расследования несчастного случая, и, соответственно, он не может получить причитающиеся ему выплаты. А вот какая ответственность предусмотрена работодателю за такие нарушения? У нас законодательством предусмотрены различные виды ответственности. Это, во-первых, дисциплинарная, административная, уголовная, и еще материальная. Административная у нас предусмотрена статьей 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях. Для должностных лиц наказание варьируется от предупреждения до штрафа в размере варьируется в виде предупреждения и штрафа до 30 тысяч. Если же повторно совершается правонарушение, то сумма штрафа может быть увеличена до 40 тысяч, либо должностное лицо может быть дисквалифицировано сроком на 3 года. Для индивидуальных предпринимателей наказание может быть назначено опять-таки в виде предупреждения, либо штраф до 30 тысяч. Если повторно, то штраф от 30 до 40 тысяч рублей, либо деятельность административная, либо административное приостановление деятельности на 90 суток. Для юридических лиц суммы штрафов больше, это до 200 тысяч, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. И предусмотрена уголовная ответственность статьей 143 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека в виде штрафа от 400 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы, либо принудительные работы. И также могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года. Если же, в результате нарушения требований охраны труда по неосторожности это повлекло смерть человека, то наказание может быть назначено в виде принудительных работ до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. Также у нас предусмотрена материальная ответственность, и работник может обратиться в суд за возмещением морального вреда. И как раз вот об этом, каким образом работнику защитить свои трудовые права, и в какие органы он может обратиться, так коротко и конкретно. Работник, если он считает, что его трудовые права нарушены, он может обратиться в комиссию по трудовым спорам, которая формируется непосредственно у работодателя, может обратиться в профсоюз, либо он может напрямую обратиться в суд, либо он может обратиться в орган контроля, это у нас Государственная инспекция труда в Республике Саха-Якутия. И я бы хотела еще отметить, что именно инспекция непосредственно расследует несчастные случаи, и если человек не согласен с результатами спецоценки. И кроме того, он может обратиться в органы прокуратуры. Ну что ж, Анна Васильевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь.